Kamerany zakrzisują. Ay canım, o canım. Canım iyi de. Саламатсыңар урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан эле Самат менен Аида жана биздин жаңы теледолбоор Number One Travel. Сиздерге Индиядан ысык салам. Здравствуйте, друзья! В первом выпуске мы с вами посетили Нью-Дели, столицу Индии. Мы побывали в самом центре Нью-Дели, месте под названием Connaught Place. Далее мы посетили административные центры и президентский дворец. Нас поразил своим величием памятник «Ворота Индии» и своей самобытностью Кутуб-Минар. Ну и в конце дня мы посетили мюзикл «Занбура» «Принц цыган». Ооба достор, бүгүн биздин саякатыбыздын экинчи күнү башталып жатат. Бир өлкөдө ушундай ар түрдүү жашоо стилин, айырмачылыгын көрүп таң каласың. Супер заманбап архитектуралык имараттар жана алардын кошунасы болуп байыркы ибадатканалар, акыркы заманбап технологиялар жана рикша велосипеддери, дүйнөлүк мода дизайнерлеринин көргөзмө үйлөрү жана каада салттын кийимдерин чогуу алып жүргөн байыркы эл жана мамлекет. Мунун баары Индия. Друзья, наверное, вы заметили, что мы едим только в отелях. Гиды компании Minar Travels порекомендовали нам делать именно так, поскольку кухня в Индии весьма специфична. И чтобы не рисковать потерять приятные дни путешествий из-за неожиданных неприятностей, мы решили пока не экспериментировать. Таңкы таттуу тамактануудан кийин биз меймандос Radisson Blu Plaza отели менен кош айтыштык. Теледе дагы бир нече саат болуп, алтын 3 бурчтук экскурсиябызды улай Раджастан штатындагы Кызгылт шаары деп аталган Джайпур шаарына жол артабыз. В Нью-Дели пересекается не только огромное количество культуры и традиций, но и столько же контрастов. При том, что столица Индии – огромный технологический мегаполис, тем не менее Дели принадлежит к числу одного из самых зеленых городов планеты. Индиянын коомдук транспорты таза жаратылыш газы менен иштейт. Бирок ага карабастан айлана чөйрөнүн булганышынын деңгээли кыйла жогору. Дели бул илимдин шаары деп саналат. Бул жерде маалымат технологиялары жана табигый илимий жогору деңгээлде өнүгүүдө. А меня удивил транспорт Дели. Пробки здесь обычное явление, причем несравнимое по времени и количеству авто с нашим. Однако и водители, и пешеходы, и пассажиры настолько спокойны внутри, настолько в них отсутствует агрессия, что просто удивляешься. Вроде бы на дорогах постоянно суета, хаос, непрерывно трубят сигналы, а люди совершенно спокойны. Вот чтоб я точно позаимствовала отсюда. Мен дагы ушул көрүнүштү байкадым. Индиянын калкы бүт жерде жакшы жактарын көргөнгө аракет кылат экен. Биз дагы аларды туурап, Индиянын жакшы гана жактарын сиздерге көргөзүүгө аракет кылабыз. Адатка айланган мейманканадагы түштөнүү тамагыбыз жана биз Minar Travels туристик компаниясынын башкы мүдүрү Харвиндер Сингх Дугал мырза менен маекке жөнөдүк. Баса, Minar Travels компаниясы Индияда акыркы 10 жылдан бери эң жакшы туристик фирмасы деп эсептелип, баш байгелерди утуп келет. Minar will be celebrating 25 years. And our company has two main divisions. One is the tourism and one is aviation. We give them services in India, in Sri Lanka, in Nepal, in Maldives. Меня всегда восхищают люди, которые умеют создавать хорошие вещи, строить лучшие компании. Так и господин Харвиндер Сингх Дугал и вся его команда были для нас очень интересными собеседниками. Анда эмесе азыр биз индиялык досторду кыргызча сүйлөткөнүбүздү кандай болгонун сиздерге көрсөткүбүз келет. Менимче аябай кызыктуу болуп окшойт. Can you please say men seni suyum? Men seni suyum. 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 Men Kırgızstan'da жақсы көрөм. Men Kyrgyzstan'ı zastırım. Жақсы көрөм. Zastırım.
Мен Кыргызстанды жакшы сүрөм. Жақсы көрөм. Жакшы көрөм, да? Мен Қырғызстанды жақсы көрөм. Мен Кыргызстанды жакшы көрөм. Can you please repeat? Men seni suyum. Men seni suyum. Men seni suyum. Men seni suyum. Okay, can you please tell it to the camera? Men seni suyum. Men Kyrgyzstan'da жақсы. Bravo. Thank you. Okay. Okay. Men Қырғызстанды жақсы көрөм. Men Kyrgyzstan жақсы. Жақсы көрөм. Жақсы көрөм. Okay, thank you. Welcome. Okay, good. Нет, классно сказал. Окей, браво. Получилось? Да. Далее мы продолжаем наш путь в город Джайпур, чтобы открыть еще одно сокровище Индии – дворец Самод. Расстояние от Дели до Джайпура около 300 километров и займет у нас примерно 6 часов пути. Но в таком комфортабельном авто с интересными рассказами гида дорога не кажется тяжелой. Ооба, алыскы сапарды жакын кылыш үчүн индиялык досторго биздин кыргыз ырларын коюп бердик жана алардан ырдын эмне жөнүндө ырдалып жатканын тапканга аракет кылышын сурандык. Карасаңыздар, аябай кызык болду. Okay, Mr. Ahmed, let's make like this. I will play you our local Kyrgyz songs, okay? Okay. And you will try to guess what's the meaning of that, okay? Okay. This is one of our most popular song composers and singers. Arpanın alatozundan Arkarın atsam zosundan Ardak tuşum karegende bay Alsam de kuştun bozuna So what do you think? This song about his girlfriend. Girlfriend, about, huh? about Girlfriend and love, right? maybe. You're almost Maybe. right, but not love, not to the girlfriend, but to the mountain. Very Nature. famous nature and the mountain. Yeah. Okay, let's listen to this music. A very nice song. There's one word in our language is same. Candan mahabat Mohabbat. Yeah. I got it song. Yeah. It's all about love. Yes. Absolutely. This is about love. Okay, let's continue. This one is Kyrgyz, let's say Oriental song, like real natural Kyrgyz song. Okay. Like we sing like this. Now you'll hear now. Ay canım o canım. Canım bir de. And this is like guydum südüm. It means like I have fire and I'm in love with you. Okay, I lost my heart. Yes, absolutely. And I canım, you know, canım is the dearest, my soul. My soul. So this is like it's like our common thing. Okay. Okay. Sağındım seni canım Sağındın mı sen de beni Sağındım seni canım Sağındın mı aç yüreği Аюгарант – это команда профессионалов, которая активно поддерживает социально ответственную деятельность и внедряет новые технологии в работе. Аюгарант всегда подберет уникальные страховые решения для каждого клиента. Итак, вот она, жемчужина штата Раджастан, дворец Самод. Дворец находится в 40 километрах от Джайпура.
Самот сарайы Индиянын эң алдыңкы династиялардын бирине таандык. Бирок баардык каалоочулар үчүн эшигин ачат. Мы проехали порядка 6 часов, чтобы приехать наконец-то в Королевский дворец. И все самое интересное нас ожидает. Самот сарайы Индиянын эң алдыңкы династиялардын бирине таандык. Бирок баардык каалоочулар үчүн эшигин ачат. Бул имарат раджалардын буйругу менен мындан 400 жыл мурун курулган. Азыркы убакытта Самот сарайы раджа моголдук архитектурасынын эң жакшы үлгүсү катары эсептелинет. Дагы бир Самот сарайынын уникалдуулугу бул күзгүлөр бөлмөсү. Бул бөлмө эртең менен түштө жана кечинде адамга ар кандай болуп көрүнөт. Эмне үчүн дегенде, бул ири бөлмөдө миллиондогон күзгүлөр жайгашылган. Түндө жылдыздар чыкканда өтө башкача сыйкырдуу жерге айланат. Чындап эле, сырткы жана ички жасалгаларынын жасалышы таң калтырат. Это уникальный памятник архитектуры. И несмотря на современное оснащение, он не растерял духа прошлых веков. Сегодня это не только музей и место для посещения, но и роскошный отель. На первом этаже дворца настоящей сокровищницей является зал Султан Махал с колоннами из мрамора. Это помещение украшено голубыми камнями и росписью ручной работы. Иши кылып, Индияга келип, Самот сарайына келбесеңер, мындай тарыхый мурасты өткөрүп жибересиздер. Number One Travel сунуштайт. Достор, биз болгон күч аракетибиз менен сиздерге ушул жердеги кооздуктардын баардыгын көргөзгөнгө аракет кылып жатабыз. Аида болсо тест-драйв уюштуруп, Кобраны өз колу менен уктаткысы келип жатат. О, это удивительное чувство, когда издалека под тонкие звуки музыки Кобра замирает. И кажется, ей это нравится. Самат, вот бы на тебя иметь такое влияние. तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर गई तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग। Ошентип достор, саякатыбыздын экинчи күнү да аягына келди окшойт. Азыр биз Жайпур шаарындагы өзүбүздүн мейманканабызга келип эс алганы жатабыз. Биздин социалдык тармактарда көп суроолор пайда болуптур. Ошолорго бир аз көңүл буралы. Накопилось очень много вопросов, и буквально сейчас, когда у нас есть свободное время в отеле, я думаю, что мы сможем ответить на вопросы читателей, соцсетей наших.
Вот, и, ну, давайте Да, и прочтем. перед тем, как начать, я хотел бы всех поблагодарить. На самом деле вопросов было очень много. Мы постарались выделить, наверное, самые интересные из них. И сейчас максимально постараемся вам вот очень-очень искренне, но именно, наверное, расскажем наше мнение, наверное, да, то есть поделимся исключительно субъективным своим мнением. Давай начнем. Первый вопрос задали. Какое было первое впечатление об Индии? Давай я отвечу. Прилетев в Индию, мы сразу же почувствовали, наверное, вот эту душевную теплоту. То есть, во-первых, это в погоде было сказано. То есть, была очень комфортная такая классная температура. Мы почувствовали потом, когда зашли в аэропорт, затем очень много туристов. И вот и у всех такие знаки, все так классно здороваются. В общем, первое впечатление на самом деле, что это очень дружелюбное и очень колоритное место. Вот, вот такое у меня впечатление. Второй вопрос. Вы летели из Алматы. Вы знаете, уже почти 2 года у нас есть замечательная компания Air Manas, и у нас есть прямые рейсы Бишкек-Дели 3 раза в неделю. Да, 3 раза в неделю летает Air Manas, так что им спасибо, что у нас есть прямые рейсы из Бишкека в Дели. Сколько времени занимает полет? Ну, полет занимает, если быть точным, нам сказали в самолете, что занимает 3 часа 26 минут. Ну, примерно 3,5 часа из Бишкека вы долетите до Дели. А какая разница во времени? Вы знаете, самое что удивительное, небольшая, всего лишь полчаса во времени разница и того между Бишкеком и Дели. Дели, да. Вот. Как быстро можно получить визу в Индию и сколько она стоит? Ну, стоит она с 1 апреля, то есть это не шутка, $100. И получить визу, в принципе, можно за день, за 2, за 3. Но в любом случае должны быть все документы прилагающие, и, соответственно, у вас должна быть история очень хорошая для того, чтобы вы получили визу в Индию. Да, я хочу добавить, что на официальном сайте Embassy India в Бишкеке есть специальная анкета, которую можно скачать, ее можно самостоятельно заполнить и привезти и оставить в посольство в Индии. И если у вас все нормально, то на следующий день вам дадут визу. Чтобы туда поехать вдвоем, сколько денег нужно взять с собой? Ну, на самом деле, очень хороший вопрос. Вы знаете, однозначного ответа на этот вопрос нет. Потому что у каждого из нас есть свои аппетиты, есть свои привычки. Ну, если вы, примерно билет на одного человека туда-обратно стоит порядка $200 с лишним из Бишкека до Дели. Вот. Ну и, конечно же, проживание в отеле. То есть, если это 5-звездочный отель, то минимум от 150, от $170 выше. Вот опять же, сколько времени вы будете находиться, в каком городе будете находиться. Из этого, на самом деле, Индия, она не слишком дорогая. Примерно цены очень похожи с нашим Кыргызстаном. Вот. Из-за этого, в принципе, туристам будет очень-очень здесь комфортно по ценам. Нам задали вопрос. Я слышала, там очень грязно, места, улицы, отели, люди. Правда ли это? Нет, абсолютно нет. Вы знаете, Индия, она абсолютно разная. Как я уже говорил, она очень контрастная. И мы недавно были, например, в столице Нью-Дели. Там вы не увидите вообще ни одной грязной улицы. Там очень чисто. Там такое ощущение, что ты находишься в каком-то европейском городе. Есть, например, Old Delhi, да, то есть это старый Дели. Там преимущественно очень много рынков, базары. Там, конечно же, из-за того, что в любом городе вообще мира, если есть базары, то там будет грязно, там, соответствующие работники, большое скопление людей. Соответственно, это вот таким вот образом. Из-за этого вот то, что было раньше, например, там в 50-е, 60-е годы, когда мы видели, наверное, болливудские фильмы, вот когда показывали такую очень исторически старую Индию, мне кажется, это все уже прошло. Вот. Но опять же, и в тех же Штатах, и, я не знаю, в некоторых европейских городах есть как очень-очень чистые, так и не очень чистые города. Из-за этого я бы сказал, что мы на самом деле Индию открыли совсем с другой стороны. Очень много вопросов на самом деле. Какое соотношение местной валюты к сому? Вы знаете, кстати, сом и индийские рупии, они практически находятся, то есть примерно одинаковые ценности имеют. Индийские рупии примерно 64, то есть 64 индийских рупий составляет $1, где сейчас у нас в Кыргызстане
$1 это примерно 68 сомов. Так что очень-очень можно легко сравнивать цены. В своих хэштегах вы отмечаете Samsung, Galaxy S8 и Gear S3. Почему? Ну, вы знаете, есть хорошая новость. Мы недавно стали бренд-амбассадорами компании Samsung в Кыргызстане. И из-за этого все наши гаджеты отныне теперь только Samsung. Вот вы видите, наверное, телефон. Это флагманская модель Samsung, которая буквально недавно вышла на наш рынок. Это Galaxy S8. Если честно, мы очень-очень впечатлены данным аппаратом. Вот у меня немножко поменьше, у Аиды Galaxy S8 Plus. Она тоже в восторге, особенно камера здесь, отличная камера, здесь можно шикарно просто фотографировать, хорошие селфи, делается очень качественные, особенно вечерами, ночью даже. Вот. А также мы очень сильно привыкли к вот этим часам, это Gear S3, это умные часы, которые полностью все просчитывают, то есть вообще, да, круто, то есть я не знаю, отныне теперь мы сможем пользоваться без этих гаджетов. Вот. Из-за этого мы эти гаджеты отмечаем. Дорогие друзья, мы переполнены впечатлениями от удивительной, сказочной, красивой, загадочной, контрастной Индии. Очень хотим поделиться с вами всей той красотой, которую мы увидели в этом путешествии. Следите за последующими выпусками. Пока-пока! Айылыңа күнді барғандан артымдың ойлап. Так, ну все есть, да? Да, есть. Ну что, вроде нормально нас видно. Давай начнем. Знаете, ну что за вообще вопрос? Это, конечно, это неправда. Индия, она очень Еще раз. Что-то я вообще... Индия абсолютно... Так, что или нет? Ой, я извиняюсь. Давай еще раз.